В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазия 2015. Первый международный молодежный форум в Сухуми. К вопросу возрождения чайной отрасли премьер посетил плантации ряда сел Ачамчирского района. Нарушений выявлено не было. Сотрудники миграционной службы провели рейд в Ачамчире. В Сухуми открылся первый международный молодежный форум «Абхазия-2015». Его участниками стали более 120 представителей органов государственной власти, региональных государственных учреждений, а также руководители региональных, республиканских молодежных и студенческих организаций Абхазии, России и других стран. Участников молодежного форума приветствовал президент Рауль Хаджимба. О первом дне форума расскажет Сария Смар. Основная цель форума – сформировать коммуникативную площадку взаимодействия Абхазии и России пророссийски ориентированных стран. Президент Рауль Хаджимба, приветствуя участников форума, отметил важность проводимого мероприятия. По словам главы государства, воспитанию молодого поколения необходимо уделять большое внимание, так как от молодежи зависит будущее республики. Молодежь обладает огромным творческим созидательным потенциалом. Наша задача состоит в создании условий для того, чтобы этот потенциал был в полной мере раскрыт. Чтобы наша страна динамично развивалась, мы должны обеспечить приток в нашу экономику, культуру, науку, политику и управление молодых интеллектуальных сил. Молодежь в современном мире не может развиваться изолированно. Поэтому мы придаем особое значение упрочению и умножению наших контактов и связей с молодежью других стран. В первую очередь России. Нынешний форум играет в этой связи очень важную роль. Церемония открытия прошла в теплой обстановке. Выступающие поздравляли участников молодежного форума с его открытием и желали плодотворной работы. Я бы хотел, дорогие ребята, пожелать вам удачи. Молодежная политика, она имеет составляющую, само собой, внутреннюю, скажем, такую политику, и в том числе и внешнюю тоже. И укрепление связей с нашими соседями на всем постсоветском пространстве, само собой, конечно, Россия тут приоритет, тут наши братья Северного Кавказа находятся в составе России. Мы должны, обязаны укреплять и развивать наши отношения. Международный молодежный форум – это площадка не только для общения и творчества, но и для реализации совместных молодежных инициатив. Участники уверены, что, как и в предыдущие, этот форум даст старт реальным проектам, которые воплотятся в жизнь. Выражаю уверенность, что проходящий в эти дни форум положит начало в процессах международного и межрегионального сотрудничества. Это будет встреча друзей, это новые знакомства, новые впечатления, обмен опытом. Та команда, которая сейчас в Абхазии занимается именно реализацией государственной молодежной политики, это команда профессионалов. Что далеко ходить? Мы только в августе говорили о том, что давайте организуем этот форум. Сейчас ноябрь месяц, короткие сроки, и этот форум начинает жить. В рамках форума открылась фотовыставка «Молодежная политика в Республике Абхазия. Вчера, сегодня, завтра». Авторы постарались передать суть молодежной политики в Абхазии, познакомить всех с хронологией ее развития до настоящего времени. Для гостей участие в форуме – это, безусловно, еще один шаг к возможности создания конструктивных отношений. Безусловно, для нас этот приезд имеет огромное значение в плане налаживания тесных контактов в области молодежной политики между нашей молодежью, между молодежью Республики Абхазия и представителями других республик, ДНР, Луганской Народной Республики. Мы очень рады, что мы здесь. Это наш первый форум. Председатель Госкомитета по молодежной политике Аляс Авидзва рассказал о роли молодежи в развитии республики и отметил, что данный проект в таком масштабе реализуется впервые. Очень отрадно, что очень много молодых людей из Республики Абхазия. Это студенческие коллективы, это молодежные организации, которые помогали нам в организации форума, приняли участие и будут принимать участие в работе круглых столов. Я уверен и считаю, что данная площадка позволит нам в развитии государственной молодежной политики Республики Абхазия сделать очень серьезные шаги вперед. Немаловажно, что в этом форуме участвуют делегации из Донецкой и Луганской народных республик. Я считаю, что та тематика, которая будет затронута на этом форуме,
она перспективна. И те наработки, которые здесь будут реализованы завтра, в завтрашние дни, они достаточно важны для развития и становления еще в нашей молодой республике молодежной политики на 2016 год. Работа Международного молодежного форума «Абхазия-2015» продлится 2 дня. В его рамках будут проводиться круглые столы, конференции, мастер-классы. В форуме принимают участие более 120 представителей различных государственных и региональных организаций. Сарес Мырсаида Гухава, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. 37 лет назад, 6 ноября 1978 года, в 7 часов вечера в эфир абхазского телевидения вышла первая передача. Эта дата и считается днем основания телевидения в нашей стране. Создание абхазского телевидения стало возможным в первую очередь благодаря требованиям ветеранов национально-освободительного движения, представителей национальной интеллигенции. Об этом, в частности, говорится в поздравлении президента Рауля Хаджимба, коллектива Абхазской гостелерадиокомпании. Сегодня перед коллективом Абхазской телерадиокомпании стоит ряд ответственных задач. Они посвящены обеспечению на высоком профессиональном уровне информационной поддержки социально-экономических, культурных, научно-образовательных, молодежных, духовных и других приоритетных направлений развития государства. Руководство страны будет прилагать значительные усилия по укреплению материально-технической базы телевидения и радио, отмечается в поздравлении президента. Намеченный курс для возрождения чайной отрасли Абхазии активно осуществляется при государственной поддержке. Премьер-министр Артур Миквайбе побывал на чайных плантациях ряда сел Ачемчирского района, а также посетил Члоускую чайфабрику. Репортаж Асиды Малия. Члоу, Мукуада, Кындак, Джгярда – это далеко не весь перечень сел, где находятся чайные плантации. Заложено несколько десятков лет назад. Все послевоенное время были в запустении. Если некоторые из них удалось сохранить, то для восстановления других необходимы большие усилия и средства. На чайных плантациях села Джгярда активно ведутся работы по тяжелой и получажелой обрезке. Министерством сельского хозяйства выделено около 5 тонн бензина и 10 тонн дистоплива. 10 гектаров чайных плантаций уже восстановлено, планируется реанимировать еще 20. Тольская чайфабрика, которая действует. И вот мы хотим, чтобы вокруг вот чайфабрики, там села, которые расположены, это, Ктол, само собой, Джгярда, Вада, Квачара, Члоу и так далее, вот чтобы с транспортировкой меньше расходов было. Мы пока планируем вокруг села, которые расположены, восстанавливать этот чай. Премьер-министр Артур Миквайбе руководит рабочей группой, созданной для решения возникающих вопросов в работе по восстановлению чайной отрасли. В этом направлении намечены масштабные работы. В течение этого года площадь действующих плантаций планируется расширить до 500 гектаров. Таким образом, в общей сложности в Ачемчирском районе будет восстановлено 1000 гектаров чайных плантаций. Вот эти сожженные плантации будем тоже восстанавливать около 10 гектаров. Это 20? Да, это 10. А это на 3-й год. Сколько еще мы можем? Здесь в Гердах можно восстановить таких сожженных 10 гектаров. По всему району можно восстановить около 300 сожженных и 350 не сожженных, вот таких можно восстановить. По прогнозам директора предприятия «Кутол» Романа Чкадуа, в мае следующего года урожай составит примерно 70%, а это около 250-300 тонн чайного листа. По словам премьер-министра, попытка восстановления чайной отрасли предпринималась в течение последних 10 лет не единожды. За прошедшие 7 лет на отрасль было затрачено около $4 миллионов. По мнению главы правительства, отсутствие видимого результата связано с неэффективным расходованием средств. Артур Миквайбе посетил и чайную фабрику в Кутоле. Фабрика располагает 14 единицами спецтехники по обрезке чая. Однако она старая и частично нуждается в ремонте. Им минимум по 25-30 лет они устарели. Да, вот эти вентиляторы там стоят, и бункера можно восстановить. Вот эти, которые воздухосборник, вот эти можно сделать, они сделают. Вот это вот, смотрите, Население Уктола всего 450 дворов, и большинство местных жителей заняты в чайной отрасли. Благодаря в основном Роману Чкадуа, вот эту фабрику он сохранил. Вы увидели, в каком состоянии чайной плантации. Спасибо сегодня, что премьер-министр приехал к нам, что министр сельского хозяйства сегодня у нас, и что правительство наше уделяет сельскому хозяйству
внимание по возможности. Развернутая в России программа по импортозамещению дает абхазской продукции возможность выхода на российский рынок. Для этого необходимо стремиться к производству качественного продукта, убежден Артур Мигваби. Мы хотим, конечно же, выйти на серьезные цифры по производству самого не только чайного листа, но и готовой продукции. Речь идет о создании конкурентоспособного товара. Такие возможности на сегодняшний день у нас есть. Они обусловлены разными причинами. Первое, то, что у нас еще и внешний рынок. Конечно же, нам нужна современная чайная развесочная фабрика. В один день мы этот вопрос решить не можем. Но сегодня я вижу людей, когда я посмотрел, у многих энтузиазм, хорошее желание, глаза вижу, что горят, хотят на самом деле свои села возрождать, и чтобы люди имели работу. Наряду с восстановлением чайной отрасли в ближайшем будущем начнутся и другие работы, связанные с возрождением технических культур, а именно производство эфирных масел. Асида Мали, Алексей Агухова, Абхазское телевидение. Сотрудники Государственной миграционной службы провели рейдовые мероприятия в Очимчирском районе. В частности, была осуществлена проверка на фирме «Зеленая Абхазия». Здесь осуществляют трудовую деятельность 35 граждан Китая. Фактов нарушения регистрации выявлено не было. Также миграционной службой поставлены на учет 8 граждан Украины, которые прибыли в Абхазию накануне. Аналогичные мероприятия ГМС Республики будет проводить постоянно по всей территории Абхазии. Как миграционная служба работает в усиленном режиме, такие рейды будут проводиться и в других городах Республики Абхазия. Сегодня была проверена фирма «Зеленая Абхазия», которая занимается выращиванием овощей. Значит, на данной территории нарушений выявлено не было. В 7-й российской военной базе, дислоцирующейся в Гудауте, периодически проводятся комплексные тренировки подразделений различных родов войск. На тренировке связистов побывали наши корреспонденты. Репортаж Энвера Арджения. Подразделение военных связистов было поднято по тревоге для проведения комплексной тренировки. По легенде учений, в ходе работ по установке радиоспутниковой, а также радиорелейной связи было совершено нападение диверсионно-разведывательной группы. Узел связи к бою! Связистам удалось отразить нападение диверсанта, для чего было использовано не только автоматическое оружие, но и дымовые шашки и взрывные устройства. Несмотря на то, что военным пришлось отражать нападение диверсантов, им удалось в назначенное время отработать задачи по обеспечению связью штабов на расстоянии 500 километров и выполнить свыше 20 нормативов по приему и передаче информации. Задача по развертыванию была выполнена в минимальные сроки и с высоким качеством. Все каналы линии связи были набраны в установленное время, и связь к нашему штабу с вышестоящим была обеспечена в заданные сроки. По результатам учений были отмечены несколько военнослужащих срочной службы. Все очень нравится, все замечательно. Командование на высшем уровне, также ребята, с которыми я служу. Все друг за друга, все поддерживают друг друга. И в трудную ситуацию, такую как сейчас, мы сможем защитить себя и свою радиостанцию, и выйти на связь и показать все на высшем уровне. В ближайшее время комплексы тренировки будут проводиться и в других подразделениях российской военной базы. Энвер Арджения, Адам Арджения, Абхазское телевидение. В Сухумском городском собрании прошло заседание комиссии по ведомственным домам. Для обсуждения вопроса были приглашены начальники домоуправления ведомственных домов, депутаты Народного собрания и заместитель главы столичной администрации Тимур Ткибучава. Амра Амичба расскажет подробности обсуждения.
По словам инициатора подобной встречи депутата Горсобрания Апсырта Канжария, к нему обращаются избиратели, живущие в ведомственных домах, с просьбой решить ту или иную проблему. А дать им четкого ответа он не может. Жилые многоэтажные дома, находящиеся на балансе различных ведомств, юридически не принадлежат столице, и городские службы не могут и не должны оказывать весь спектр услуг проживающим в нем жильцам. К примеру, у управления железной дороги 61 ведомственный дом. И это 1673 квартиры, в которых проживает почти 3000 человек. Тем не менее, именно в городские службы обращаются жильцы за помощью. И по информации замглавы администрации Сухума Тимура Ткибучава, спецавтохозяйство, коммунальное управление и другие службы столицы занимаются вывозом мусора, устранением протечек водопроводных труб и канализации, наладкой электросети и другими работами, не получая за это никакой оплаты. А квартплату жильцы платят в ведомственные дома управления. Говорить, что мы их не обслуживаем, мы всегда их обслуживаем. Мы часто, там происходят какие-то утечки, изношенные коммуникации. Мы всегда идем навстречу и делаем это опять-таки же все для железной дороги безвозмездно. Ситуация такая на сегодняшний день. И за эти услуги мы не получали вообще никаких денег. То есть для нас это тоже очень острая проблема. Если говорить о жилом фонде железной дороги, то, на наш взгляд, безусловно, мы бы могли, как говорится, взять эти дома на баланс, но прежде, наверное, будет правильнее оценить эти дома, посмотреть, какая там ситуация. Проблема ведомственных домов не нова, отмечали собравшиеся. Эта проблема существует не только в Сухуме, но и в других городах и районах. И в них живут наши избиратели, к которым мы обращаемся в период выборов, сказал депутат Народного собрания Аслан Кубахия. Это наши граждане, население страны, и оставлять вопрос на существующей стадии нельзя, подчеркнул он. Железная дорога занимается только тем, что собирает какие-то квартирные сборы. И у них даже ни техники, ничего нету для того, чтобы обслуживать эти дома и население. Это жилой фонд 20 с лишним лет не обслуживается, надо вещи своими именами, она приходит в негодность. Если государство не примет какие-то, это на уровне президента, решение. Данное обсуждение лишь предварительное, так как требуется документированное исследование с последующей выработкой рекомендаций. Собравшиеся резюмировали, что решение вопроса ведомственных домов не может быть ограничено районными администрациями. Проблема должна решаться на республиканском уровне. Амрамич Бабислан Джинжоля, Абхазское телевидение. Несколько проектов были рассмотрены на заседании градостроительного совета при главном архитекторе столицы Тамары Лакрба. Это проекты гостиницы по улице Акиртава и Абазинская в Сухуме и концепция надстроек над спусками в подземные переходы. В обсуждении приняли участие архитекторы и художники. Все проекты были рассмотрены и единогласно приняты. Также на заседание были приглашены представители сочинской профильной фирмы «Пенетрон» для ознакомления с современными методами гидроизоляции помещений, зданий и сооружений. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 63 рубля 68 копеек, евро 68 рублей 26 копеек. И в завершение о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19 градусов. По Сухуму в субботу переменная облачность без осадков. В воскресенье облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.